Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой: что вас ждет и что случится в ближайшие 2-3 дня. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я думаю, что все уже настроились. Я упираю назад, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая-то змеюка вокруг вас ползает, слушайте, с левой стороны ползает, но тем не менее здесь нужно обратить внимание. Очень хитрая женщина, беспринципная, такая, знаете, и вашим, и нашим, с двойным дном, с грязным языком. И такая, знаете, вот смотрите, как кобра готова в любой момент напасть. Будьте поаккуратнее. Вот она совсем рядом с вами. Кстати, могут быть даже неприятности вот с какой-то женщиной. А в ближайшие дни, если кто-то вас будет задевать, цеплять, либо действительно вот какой-то негативчик пойдет, да, знайте, что это ваша вражина старается. Либо женщина, которая будет высказывать вам какие-то претензии и прочее, эта женщина вам завидуют, да, и очень плохо к вам относятся. Вот это такой знак вам пойдет. Вот как узнаете вы свою вражину в лицо, вот кто-то узнает. Потому что вижу, что многие из вас ни сном, ни духом. Вы очень хороший, положительный человек, и вы даже не подозреваете, что в вашем окружении, совсем рядом с вами, находится та, кто вас втайне ненавидит, мягко скажем, да, и желает вам зла. А вам как укажет на этого человека. Вот какая-то идет спровоцированная ситуация, чтобы ее можно было обнаружить, чтобы вы не доверяли, либо не рассчитывали на эту женщину. Вот кто вам выскажет негатив, вот тот ваш враг. И именно женщина идет. И эту женщину вы очень хорошо знаете. Обратите внимание. Когда поймете, кто, держитесь подальше. Хотя я вижу, что вы человек очень добрый, вы можете прощать, вы можете, знаете, как давать еще один шанс. Вот в данном конкретном случае лучше этого не делать. Вам тут будут указывать на вашего врага. Так, идем дальше. Девочки, кто в паре, в браке, возможно, вы мужчину своего приревнуете к какой-то женщине. И я вам так скажу, ваша ревность, она имеет основу, да, там есть за что зацепиться. Того самого страшного я не вижу, песок этого не показал, значит, это не настолько важно. Но показал песок, что ваш мужчина, он очень какой-то растерянный, да, он очень какой-то, такой, знаете, как ребенок, наивный, да, его очень легко можно обмануть, подманить, да, конфетку показать, и он подойдет. Вот. А эта женщина, она все-таки змея. Будьте поаккуратнее. Если вы что-то вот заподозрили, что-то вам, какой-то звоночек поступил, да, что-то вас насторожило, девчонки, не ленитесь, не списывайте на усталость, стресс и мнительность, а лучше разбирайтесь. Разбирайтесь, лучше пресечь и лучше, да, как говорится, так, бурю навести, чем потом вот эти последствия расхлебывать. Какая-то женщина положила глаз на вашего мужчину. К сожалению, песок вас предупреждает и говорит: иди за своего мужчину, поборись, да, либо отбей своего мужчину, пока не поздно, да, пока эта женщина не пустила все свои, да, средства и способы обольщения. А ваш муж, он какой-то растерянный, вот честно, знаете как, и туда, и сюда, может быть, вы ему внимания не уделяли в последнее время. Понятно, жизнь, она сложная, занятость, работа, там, дети, семья, и себе же хочется немножечко времени уделить. Вот, и он вот такой немножко податливый, да, она, видите, как может поманить, и он по наивности пойдет. Поэтому, девчонки, пресекайте, причем сразу. Так, для тех, у кого пары нет,
Но есть дети, мальчики, ну, юноши, да, хотя сейчас мальчики, с 13 лет могут уже гулять. То же самое, девчонки, вот ощущение опасности, вот с кем-то познакомился, не с той девочкой связался, либо даже может привести домой, да, знакомиться, сказать: о, мама, вот она моя любимка, знакомься, а вам очень не понравится эта девушка, и ваша интуиция вас не обманет. Нехорошая женщина возле вас крутится, либо будет крутиться. Вот, верьте своей интуиции, и, девчонки, боритесь за себя, за своих близких, это очень важно. Не позволяйте всяким таким вот кобрам портить качество вашей жизни и покушаться на ваших близких. Так, мои хорошие, идем дальше. У кого-то будет праздник, кто-то в очень красивом наряде. Может быть, и праздника не будет, может, просто вы какую-то новую вещь купили, вы будете очень хороши, вы будете выслушивать комплименты, вы будете, ну, вот как звездочка, блистать. Неважно, просто вы вышли там за хлебом в новой одежде, либо вы на работу пришли. Очень много хороших слов в свой адрес услышите. Очень приятно вам будет. Так, здесь у меня еще какие-то посещения специалистов. Ну, я так понимаю, кто-то собрался к врачу, либо какая-то ситуация будет, что вам придется обращаться к врачу. Почему-то у вас какой-то испуг, вы боитесь, что вам либо не помогут, либо помогут как-то некачественно. Может быть, у вас недавно какой-то опыт был не очень хороший. Переживать не стоит. Вы знаете, вот прям звездочка над вами горит, все будет хорошо. Вам и помогут, и очень хорошо проведут консультацию, хорошее, там, например, лечение, анализы. Ну, все будет замечательно, не переживайте. Если так получится, либо у вас уже есть запись к специалисту, не переживайте, все будет замечательно. Так, кого-то будет очень хвалить начальник. Ваш начальник, ну, как старший, да, человек по должности, будет вас очень хвалить и при этом будет хитрить. Смотрите, одной рукой человек гладит вас по голове и говорит: ой, моя же ты хорошая, какая же ты замечательная, ой, самая лучшая. А другой рукой будет вам подсовывать что-то, да, может быть, какую-то дополнительную работу, либо вы хотели, например, взять отпуск, да, вот ваш заслуженный отпуск, а человек говорит: боже, ну ты же такая хорошая, но если ты уйдешь, у нас тут все остановится, все в тартарары полетит, пожалуйста, не уходи, побудь еще с нами, ты нам очень нужна. Ну, какую-то хитрость будет проявлять. Поэтому, девочки, мальчики, поблагодарите за похвалу, да, за хорошие добрые слова, но при этом стойте на своем. Если вы не согласны отменять, переносить свой отпуск, либо вы не согласны брать дополнительную работу, прямо так и скажите, что нет, спасибо, но нет. Вот так и говорите. Так, здесь вот еще какой-то человек, ну, я так понимаю, тоже похоже на коллегу по работе. Может быть, у вас какие-то общие занятия. Может быть, это сосед по даче, да, вы вместе там выращиваете какие-то фрукты, овощи. Вы как опытом будете делиться с этим человеком. Очень интересные у вас разговоры идут. И человек сам по себе как носитель каких-то очень специфических знаний. То есть вы будете слушать этого человека с широко раскрытыми глазами и стараться запомнить все, что человек говорит. Очень много важной, интересной и продуктивной информации вы узнаете от этого человека. То есть вот пообщаетесь, там, ну сколько, там, час-два пообщаетесь, и вы вот просто как книгу прочитали. Очень полезно, очень важно для вас, и вы будете очень рады этому контакту. Прям хотите, блокнотик с собой носите, потому что надо, запишите. Очень хороший разговор у вас идет, полезный, позитивный и очень нужный, кстати. Так, кто у меня работает сам на себя? Какие-то капризные, то ли клиенты, то ли заказчики. Какие-то капризы идут. Люди, сами не знают, чего хотят, могут морочить вам голову. Да, и так хочу, и сяк хочу, и там 5-е, 10-е, и то покажите, и это мне сделайте. Ой, а я передумала, а мне все наоборот отмотайте. Ну вот какое-то раздражение у вас может пойти от этих людей. Значит, держите себя в руках. Эти люди поморочат вам голову.
И причем конкретно. Я тут лукавить не буду, я это вижу. Я вижу, что вас прям аж дергать начнет. Если вы вытерпите все это испытание, поверьте, тут будет очень хороший либо заказ, большая сумма заказа, либо человек оставит очень хорошие чаевые. То есть награда за ваше терпение, за ваш профессионализм, за вашу выдержку, мои хорошие, ждет вас награда. Вот, да, иногда так бывает, есть такие люди противные, сами не знают, чего хотят, но при этом достаточно щедрые, и если действительно потратили ваше время, заплатят с лихвой, поэтому здесь стоит потерпеть. Так, кому-то мужчина вот прям на порог, почему-то он в окно то ли стучится, то ли залазит, я не могу понять. Девочки, все поняла. У кого-то отыграется, что ваш любимый человек, может быть, в отъезде, либо как-то поздно возвращается, может подглядывать за вами, а может специально спровоцировать такую ситуацию, как проверка, да, на верность. Я вижу, что вы разозлитесь очень сильно на этого человека. Да, вот какой-то поступок он совершит, правда, да, подглядывает, сказал, что уехал, сам по углам прячется, вы его увидите, и у вас прям злость такая возьмет, скажете: ах ты, паразит, сейчас я тебе покажу. Значит, сдерживайтесь, мои хорошие. Просто поймите, он вас очень любит, он не хочет вас травмировать вот этой ревностью, какими-то там допросами, там, ковырянием в ваших вещах. Нет, вот что-то пошло не так, какая-то информация пошла. Причем, скорее всего, кто-то из ваших близких, может быть, там подруг, знакомых, может быть, соседка, с кем вы там общаетесь, типа дружите, а на самом деле она там земля подколодная, да, что-то ему наговорили. Наговорили, и он, бедненький, он не знает, как с этим справиться, и вот нашел такой выход, да, за вами подследить, подсмотреть, как говорится, поймать с поличным. Хотя он очень надеется, что это неправда. Он вас любит, он вам доверяет, и никаких нареканий вот в ваш адрес у него нет. Возможно, да, вот такой выход он нашел. Девочки, не ругайтесь. Увидели, господи, там улыбнулась сама себе и пошла дальше по своим делам. Если у вас действительно есть любовник, если у вас действительно есть какие-то контакты, либо с каким-то мужчиной вам нужно поговорить, просто воздержитесь. И если ваш мужчина уезжает, говорит вам: я уезжаю в командировку, там, либо я задержусь, или еще что-нибудь, вот воздерживайтесь от общения с другими мужчинами, от контактов с другими мужчинами. Поверьте, вот он вас не проверяет, да, он просто за вами подслеживает, он для себя лично убедится, что то были сплетни, что вас просто оговорили, что вы хорошая, достойная женщина. Так думает: я один раз посмотрю, если все хорошо, значит все хорошо. Если нет, тогда я не знаю, как мне жить. Он вас очень любит, очень. И, кстати, ему очень стыдно за такое поведение. Но вас расспрашивать он не решится. Понимаете, девочки? А зачем вам проблема в доме? Не надо. Пусть посмотрит, убедится, что все хорошо. И дальше будете жить, как жили. Кстати, вот здесь какое-то интересное свидание идет. Здесь мужчина, смотрите, какой красивый, галантный, девушку куда-то приглашает. Кто-то из девочек получит приглашение. Мужчина старше, чем вы по возрасту. Мужчина, возможно, что-то скрывает, потому что у него, все-таки не ножки, а копытца вышли. То есть он на копытах, очень осторожный, и есть что-то, что он скрывает. Но мужчина вот красиво ухаживает. Если он вас пригласит в ресторан, то это будет самый лучший ресторан, самый дорогой. Будет себя очень активно проявлять в ваш адрес. Девочки, не спешите отдаваться в руки любви. В данном конкретном случае вы не узнаете про него все тайные секреты, вот что он там прячет, скрывает. Лучше воздержитесь, да? Воздержитесь от близости с этим человеком. Да, на свидание сходить можно, но не более того. Потому что там какой-то секрет, причем, я так понимаю, не очень приятный, у него прячется. Вот. А он, видите, как он, думает, да, не узнает эта девушка. Я тут буду тень на плетень наводить, и так сойдет, да.
Что-то он от вас скрывает. Что конкретно, не скажу. Я не вижу этого, но здесь четко указали, что есть какой-то у него секрет. И вот как предупреждаю, да, не спеши с ним делить постель. Вот, просто воздержись там, на первом свидании, на втором, я не знаю, может быть, у вас даже третье свидание будет. Какие-то секреты есть, какие-то тайны есть. Так, смотрите, у вас дверная ручка вышла, а на дверной ручке вот что-то сидит. Либо кто-то сидит, либо кто-то тянется. Берегите, пожалуйста, свой дом, проверяйте, все ли у вас закрыто. Выходя из дома, проверяйте, хорошо ли закрылся замок, хорошо ли захлопнулась там дверь, закрывайте окна, форточки. Вам прям вышел такой знак, который предупреждает, береги свой дом и проверяй все ручки. Особенно девочки, кто живет на высоких этажах, окна, и у вас есть детки, да, проверяйте, закрыто ли окно, может ли ребенок его открыть. Надо проверять, потому что какая-то вот прям может неприятность случиться. Не дай бог, конечно, вас предупредили, плюс я еще это все запечатаю, но тем не менее проверяйте. Так. Кто водит автомобиль? Кто водит автомобиль? Какой-то может быть штраф, либо вас могут остановить для какой-то проверки. Очень какой-то, настойчивый и наглый, не знаю, инспектор, как они правильно называются. Просто автомобиль не вожу, я не знаю, как это называется. Какую-то проверку могут делать. Либо, вот знаете, принципиальный какой-то человек, который вот невозможно доказать, да, вот упрется и скажет: все, штраф. Постарайтесь эти ближайшие дни не нарушать ничего. И если у вас есть, вот как называется правильно, что записывает видео дороги, пусть у вас будет включено на всякий пожарный. Вот, потому что какой-то вот человек прям противный может вас остановить и как действительно выписать вам штраф. Как-то неприятно может быть. Так, и предупредите там мужа, детей, кто водит автомобиль, потому что общая отсыпка, она в принципе на всех может распространяться. Так, какая-то очень хорошая новость, которую вы ждете с большой надеждой. Вы ждете каких-то сообщений, вы ждете какого-то письма, может быть, документов. Смотрите, вот она, ваша птичка, но она летит пока в другую сторону. В ближайшие несколько дней, к сожалению, эти новости, они не долетят до вашего дома. Это неплохо. Они есть, они в пути, понимаете, в пути. Если вы очень-очень ждете, расстраиваетесь, что нету, что, может быть, про вас забыли, вы не правы. Будет, обязательно будет. Эта птичка, она долетит до вас, но немножечко попозже. Просто отсыпочка у нас на 2-3 дня, значит, через 2-3 дня все-таки эта птичка до вас долетит. Вот. Про вас никто не забыл. Все будет, мои хорошие. Так, какой-то интересный случай идет. Случай связан с какими-то покупками, шопингом. Может быть, даже с кем-то вы вместе куда-то пойдете, там, на рынок, может быть, торговый центр. С каким-то человечком вы пойдете, там, с подругой, с мужем, с кем-то вы пойдете. Вот. И там то ли хорошие скидки будут, то ли очень важные для вас товары. Вот вы хотели это купить, вы долго об этом думали, мечтали и никак не могли найти. И вот, пожалуйста, вы сможете найти. Но тут загвоздка может быть в количестве средств, которыми вы располагать будете. Поэтому, мои хорошие, на всякий пожарный, либо пусть у вас карточка будет, на которую вы можете купить, либо какой-то НЗ, да, в случае каких-то очень важных покупок, чтобы у вас было. Просто я вижу, что у вас денежек не хватает, и у того человека, кто с вами рядом, тоже не хватает. И вам может быть очень обидно, да. Так искали, хотели купить, а денежек не хватило. Вот, берите с собой с запасом. Либо попросите, если у вас нет, да, человек, который будет вас сопровождать, чтобы взял денежку с запасом. Чтобы вы не пропустили вот такую хорошую, удачную покупку. Так, кто-то с детьми будет заниматься, и очень похоже, что вы для детей что-то будете делать. Может быть, одежду готовить, может быть, что-то покупать для детей, может быть, еду готовить для детей. Как-то вы слишком заморачиваетесь.
вы, ну вот как с душой все делаете, да, тратите очень много времени. А, например, ребенку может не понравиться, да, ребенок прям вам так скажет: фу, мне это не нравится, мне это не подходит, этого я не хочу. Вот, мои хорошие, относитесь ко всему попроще. Если ребенок что-то не принимает, это не значит, что он не принимает вас, либо вас не любит. Ну, дети, они такие, да, они все самостоятельные. Вы лучше заранее поговорите с ребенком, либо делайте вместе. Во-первых, это вас и сблизит, а во-вторых, как бы вы четко будете понимать, да, что это нравится вашему ребенку, что это ему подходит, либо ей подходит. И вы и время сэкономите, и эмоционально вы подзарядитесь, а не наоборот, вот как в печальку впадете, да, если ребенок отвергнет. Так, и еще в ближайшие дни, я вижу, деньги придут. Какой-то мужчина переводит вам деньги, как пересылает их, что ли, может быть, там, со счета на счет, с карты на карту. От мужчины деньги идут. Может быть, муж, который в командировке, может быть, бывшие алименты. Так, и еще важный момент. Здесь вот какой-то человек со светлыми глазами. Ну, светлые — это серые, голубые, зеленые. Такой человек вам будет, ну, как что-то предлагать, либо куда-то вас звать. А у вас сомнения будут, очень серьезные сомнения по поводу предложения либо этого человека, да, его намерений, ваш адрес. Мои хорошие, ну, я так скажу, этому человеку стоит довериться, ничего плохого не будет, просто, ну, либо вы его плохо знаете, либо у вас неверная информация об этом человеке. Если вы доверитесь этому человеку, все будет хорошо. Он вас и не обманет, и ничего дурного вам не сделает. Но вы должны как встретиться с этим человеком, либо поговорить. У вас с этим человеком идет очень продуктивное времяпрепровождение. Неважно, чего это касается. Там встречи, свидания, либо какая-то работа, совместная деятельность. Это человек хороший. У вас просто мнение какое-то предвзятое об этом человеке. Если вы пойдете на контакт с этим человеком, вы, во-первых, не пожалеете, во-вторых, вы действительно увидите, что он очень хороший и добрый человек. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.